Подведем итоги дня. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Третий день голосования подошел к своему завершению. Всего на территории Якутии работают 806 избирательных участков, 129 из которых находятся в столице. Многие отмечают, что выборы в этом году насыщенные. Тщательные проверки и наблюдения на избирательных участках значительно повысили доверие населения. Продолжит тему Марина Захарова. Избирательные участки работали с 8 часов утра до 8 часов вечера, но рабочий день наблюдателей начинался гораздо раньше. В 6:30 они уже находились на своих рабочих местах, чтобы все проверить и ничего не упустить. Времени отдыхать нет. Лишь за 3 часа некоторые участки принимали порядка 500 человек. Сегодня работает 12 членов ВИК, 5 членов ВИК работают со списками избирателей, выдают бюллетени избирателям. Двое у нас на выезде, и 2 оператора у нас стоят на КАИБе, секретарь и помощник секретаря, председатель, зампредседателя, соответственно. Трехдневные, правда, честно сказать, немного сложно, но в целом справляемся. Нет, жалоб пока особых не поступало. Наблюдатели у нас имеются, из разных партий. В целом работа идет хорошо. Были и нововведения. Например, на выборах использовался комплекс обработки избирательных бюллетеней, по-простому электронные урны. Бумажные бюллетени сканировались и распознавались прибором, производящим подсчет. Они хорошо себя показали в работе. За 3 дня голосования зафиксировано минимальное количество нарушений. Очень удобно и для людей. Естественно, этот ковид здоровается с нашими избирателями, удивляются, но все хорошо. Бывают такие нюансы, что если где-то чуть-чуть загнулся уголок, когда он тогда не считывает. Этого практически нет. Только один бюллетень. Практически все наблюдатели отметили, что выборы прошли спокойно, настроение у населения положительное. Некоторые избиратели даже изъявляли желание прийти на голосование в традиционных нарядах. И День города отпраздновали, и не забыли также выполнить свой гражданский долг, чтобы родная республика развивалась дальше. Марина Захарова, Иван Яковлев, Виктор Дьячковский, Якутск. Завершилось голосование и в Ленске. Наш корреспондент Светлана Балеева пообщалась с девушками, ведущими опрос на выходе из участков. Завершающий час работы избирательных участков. Трехдневные выборы подходят к концу. Избиратели продолжают голосовать. Сейчас сбор урожая, картошка, банки, закрутки. Поэтому как-то за 2 дня занимались домашними делами. Плюс началась школа. Поэтому последний день поняли, что надо скорее, а то опять забегаемся. Поэтому, урвали, успели, нашли время, чтобы проголосовать. Все 3 дня около избирательных участков работали интервьюеры, которые вели опрос. Девушки интересовались у избирателей, за кого они отдали свои голоса. Мы уже 3 дня, получается, здесь стоим, спрашиваем у избирателей, за кого они голосуют, какие партии. И жители активно принимают участие в этом всем. Буквально через несколько минут члены комиссии закроют избирательные участки и начнут подсчет голосов. Процесс этот долгий и очень ответственный, считают по несколько раз. Участок закроется для голосования, но работа еще не закончится. Предстоит очень еще сложная работа по подсчету голосов. Подсчет голосов будет сложный, так как каждый избиратель у нас получал по 5 бюллетеней. В одном бюллетене можно было отметить несколько кандидатов, поэтому подсчет будет аккуратным, очень таким, чтобы ничего не упустить, чтобы все подсчитать. Поэтому будем надеяться, что посчитаемся быстро, предоставим все результаты в территориальную избирательную комиссию. Официальные итоги выборов территориальная избирательная комиссия объявит завтра. Ленчанам станет известно, кто стал главой республики, депутатом Илтумен по партийным спискам и одномандатному избирательному округу, а также кто из кандидатур прошел в районный совет. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. После завершения голосования в участковых комиссиях стартует подсчет голосов. Мирнинская территориальная избирательная комиссия провела досрочное голосование в труднодоступных местах. Это в основном вахтовые поселки. Напомним, в этом году в Мирнинском районе выбирают главу республики, депутатов Илтумен, а также местный депутатский корпус. Срочное голосование организовано нашей комиссией территориальной в труднодоступных избирательных участках. Голосование прошло тоже все хорошо, без всяких нюансов, без замечаний. Люди проголосовали, все заявки, которые поступали к нам в избирательную комиссию, все отработаны. Эксперты особенно отмечают работу общественных наблюдателей во время голосования. Под их строгим надзором выборный процесс стал более прозрачным и надежным. Вот лишь некоторые мнения. Наши наблюдатели старались отмечать
все то, что происходит на участках. И если возникали какие-то вопросы, то они обращались к нам. За эти дни нарушений, которые бы повлияли каким-то образом на результаты голосования, на территории республики не зафиксировано. Поскольку у нас сегодня работает более 2000 только общественных наблюдателей, не считая наблюдателей, предлагаемых избирательными объединениями, кандидатами, то есть мы видим, что граждане наши готовы делать личный вклад в развитие прозрачности, честности, открытости выборов. Идем далее. За 10 лет для опережающего развития дальневосточных территорий принято более 75 федеральных законов и 400 актов правительства. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. С 10 по 13 сентября во Владивостоке проводят Восточный экономический форум, куда отправится делегация Госдумы. По словам Харитонова, итогом прошедших форумов стали законопроекты о северном завозе, совершенствовании дальневосточного гектара и ипотеки, льготах для коренных малочисленных народов и другие. Ну а сам Восточный экономический форум стартовал с открытия улицы Дальнего Востока. Все 11 субъектов макрорегиона представили экспозиции, посвященные ключевым проектам, достижениям и перспективам инвестиционной деятельности. С ключевыми проектами Якутии знакомился мой коллега Петр Васильев. Республика зашла на улицу дальневосточных регионов сразу с козырей. Фирменные бриллианты, золото, серебро, мамонтовые кости – все это ради того, чтобы заинтересовать гостей и участников форума, а также потенциальных туристов. Так, например, благодаря участию Якутии в аналогичной выставке прошлого года туристический поток этим летом вырос в несколько раз. Количество туристов в целом с Российской Федерации и из других стран у нас увеличивается. В прошлом году мы поставили исторический рекордный туристический поток в количестве 237 тысяч. Но на самом деле туристов больше, потому что не все останавливаются в гостиничных номерах. Многие туристы выбирают для себя путешествия экстремальных видов спорта, поездок, которые не классифицированы в гостиницах, не останавливаются и, соответственно, в статистику не попадают. В среднем до 500 тысяч туристов у нас в год получается, и мы понимаем, то, что сейчас нужно вести работу по наращиванию инфраструктуры. Еще одна площадка экспозиции Якутии – главная сцена. Здесь вся самобытная культура республики представлена не только дальневосточникам, но и зарубежным гостям. Звуки хомуса, танцевальные ансамбли, хор, артисты балета, певцы и даже осохой. Все, что выгодно отличает уникальность нашего региона. Мы везем в этом году второй раз балетную пару театра оперы и балета. Значит, эти ребята в прошлом году просто шикарно выступили, и мы решили продолжить и познакомить приморского зрителя большей программой. Мы везем еще более расширенную программу, покажем и классику, и современный балет. Вот. Ну, естественно, артисты филармонии, артисты театра эстрады, хомус, традиционный театр Аланхоп будет представлен. Очередной важный элемент экспозиции Якутии – уникальный цифровой двойник региона, сердце всего павильона. По сути, 3D-карта, которая рассказывает о жителях, работе крупнейших производств, развитии социальной сферы и полезных ископаемых. Это объединение геоинформационных данных, спутниковых данных и плюс специальная обработка при помощи наших собственных технологий и разработок, которые позволяют это делать. В планах показать, как работает трафик, как работают светофоры, как работает каждое предприятие. Все это дело потом объединится в ситуационный центр и позволит из этого ситуационного центра как смотреть сейчас фактическое значение, так и строить планы, а потом сравнивать план-факт для того, чтобы находить то направление, которое приведет к наилучшим результатам. Особое место занимает выставка якутских разработок для нужд СВО. Квадроциклы, дроны, антитепловизорные купола, армейские печи и обмундирование. Все, что показывает тепло сердец каждого жителя республики и вклад в общее дело. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Владивосток. Теперь ко дню рождения Якутска. Минздрав сообщил о рождении 16 младенцев в день 391-летия основания столицы республики. Из них 9 девочек и 7 мальчиков.
Так, 11 малышей появились на свет в Якутской республиканской клинической больнице, 5 в Национальном центре медицины региона. Желаем новым маленьким горожанам расти здоровыми, чтобы радовали родных, близких, счастья и благополучия, отметили в пресс-службе администрации столицы. Веселыми песнями и интересными выставками пестрят ежегодные традиционные гуляния в честь дня основания Якутска. Сегодня жители под живую музыку могли пройтись по старому городу и увидеть столы, наполненные как свежей выпечкой, так и изделиями ручной работы. Также проведены различные конкурсы, чтобы якутяне смогли в позитивной атмосфере праздника показать свои таланты. Праздником вас! Очень мы рады, что так веселое настроение у нас. И всем желаем здоровья, успехов во всем. Но каждый год эти выходные мы специально приходим в старый город. И в прошлом году были, но когда есть возможность, поэтому это настроение всегда. Это всегда конкурсы, которые хочется смотреть, концерты. Так что праздник для души всегда. Люблю я этот праздник. Любимый город с днем рождения. Сегодняшнее мероприятие, понятно, что все это день города. Мы участвовали просто как бы в конкурсе, поэтому, как сказать, а так вообще праздничная атмосфера, как бы хорошо погода в этом году не подвела, все очень прекрасно. И о спорте. После успешного выступления на коврах международных соревнований памяти легендарного тренера Дмитрия Коркина титулованный борец Виктор Рассадин планирует уехать на малую родину, набраться сил, отдохнуть. Впереди у него большие планы, в числе которых получить олимпийскую лицензию. Напомню, Виктор Рассадин с лета этого года представляет Таджикистан. Я планировал выступить на чемпионате мира в этом году, но так как есть определенные регламенты Объединенного мира борьбы, там не получилось в этом году выступить. Но надеюсь, что со следующего года, с января, с февраля я буду выступать на официальных соревнованиях. К текущему часу это все новости. Мы продолжим следить за развитием событий. Увидимся на нашем канале.